the one thing that human beings are made for. Единственное, для чего сотворены люди, We are made for relationship. мы сделаны для взаимоотношений. That's the only reason we were created. Это единственная причина, по которой мы были сотворены. And that is the most difficult thing we do. И это самое сложное, что мы делаем. We're all very bad at relationships. Мы все очень плохо формируем свои взаимоотношения. We have it all mixed up. Все, что касается взаимоотношений, находится в хаотическом порядке. Everybody I meet, everywhere I go, they complain about their miserable relationships. Куда бы я ни поехал, все жалуются на свои ужасные взаимоотношения. Either they're in a relationship that doesn't work, Или они находятся во взаимоотношениях, которые не складываются, or they have no relationship at all, или у них нет вообще никаких взаимоотношений, or they've had many relationships that are broken, или у них было множество различных взаимоотношений, которые были разорваны. or they are parents and can't get along with their children. Может быть, речь идет о родителях, которые не могут ужиться со своими детьми, They are children that don't get along with their parents. детьми, которые не могут ужиться со своими родителями. If you don't have a viable, good living relationship with God, you do not have life. Если у вас нет живых взаимоотношений с Богом, у вас нет жизни. And God is not an idea. И Бог – это не идея, He's not a theory. Он не теория, He's not a concept. Он не концепция. God is a person. Бог – это личность. And most of us have never met Him. И большинство из нас никогда Его не встречал. It always upsets me Я всегда расстраиваюсь, when someone talks about God as if He's an idea. когда кто-нибудь говорит о Боге так, как будто бы Бог – это абстрактная философская идея. Because when I hear that, I know they don't know Him. Потому что, когда я слышу это, я понимаю, что они не знают, кто такой Бог. I had a young lady a couple of years ago come to me, Пару лет назад ко мне пришла молодая девушка and she says, I want to be baptized. и сказала: я хочу креститься. I said, well, we have to teach you about the faith. Я сказал, что мы должны научить тебя вере. I said, we'll have to get one of the people in the parish to instruct you. Нам нужно, чтобы с тобой поговорил кто-то из прихода и научил тебя. She said something very profound to me. Она сказала мне что-то очень глубокое. I heard about Jesus Christ, Я слышала о Иисусе Христе, and I want to be with Him. и я хочу быть с Ним. I want to be baptized Я хочу быть крещена, because I want to be able to have the body and blood of Jesus Christ inside me. потому что я хочу, чтобы внутри меня было кровь и тело Иисуса Христа. Because now that I know who He is, Потому что теперь я знаю, кто Он, I don't want to live without Him. и без Него я не хочу жить. I baptized her that week. Я ее крестил на той же неделе. All the instructions she needs she'll get later. She already knows Him. Все необходимое образование, которое ей нужно, она получит позже, она знает уже Его. Do you know Him like that? Знаете ли Его вы таким же образом? Marriage Брак is a very great mystery. – это великое таинство. Sometimes two people will come together in life Иногда два человека встречаются в жизни, who seem to be the most unlikely people to ever get together. которые, похоже, вряд ли когда-нибудь совпадут друг с другом. And under normal circumstances, they would destroy each other. И в обычной ситуации, в таких взаимоотношениях, они бы разрушили друг друга. But because they are willing to do anything that is necessary to love the other, Но из-за того, что они готовы делать все, что необходимо для того, чтобы любить другого, it works. отношения складываются. Because love Потому что любовь and relationship и взаимоотношения, is about sacrificing the self for the other. смысл этого в том, чтобы жертвовать собой ради другого. We're all so
crazy when we're young. Также, когда мы молоды, мы сходим с ума. As young people, we know how to take. Когда мы молоды, мы знаем, как брать. Give is something we don't understand. Give us To some. give is something we don't understand. Отдавать мы не знаем и не понимаем для чего. We only give as young people in order to get something. Мы отдаем только то другим, что поможет нам взять что-то обратно. We don't give because we love, we give because we want something from that person. Мы отдаем что-то не потому, что мы любим, а потому, что мы что-то хотим от других. I always tell young people, Я всегда говорю молодым людям, if you're looking for love, если вы ищете любви, and most young people are, и большая часть молодых людей ищет любви, so are older people, ну и пожилые тоже, I can tell you one place you will never find love. я вам скажу о том единственном месте, в котором вы никогда не найдете любви. Love is never found Любовь никогда нельзя найти between the sheets. между простынями. Never. Никогда. And that's where most people go looking. А большинство людей именно там и ищут. You got to get real. Нужно жить реальной жизнью. We do all the wrong things, but we expect all the right solutions, but it doesn't happen that way. Мы хотим делать все неправильно, но получать правильные решения, но так не получается. If you're going to make bread today, Если сегодня вы захотите испечь хлеб, and you're going to have bread with yeast in it that rises, и вы захотите сделать его на дрожжах, которые поднимаются, and all you actually need to have yeast bread is yeast, и, в общем-то, все, что Flour. необходимо для такого хлеба, это дрожжи, тесто, and water, мука, вернее, и a little вода, bit of salt, немножко соли, and everything works. и, в общем-то, все, больше не надо. Все. But if you have a kilo of flour, Но если у вас есть килограмм муки and you have 10 liters of water, и 10 литров воды, and you have 1 gram, и 1 Of грамм yeast. дрожжей, and you mix it all together, вы все это смешаете вместе, you will never have bread. у вас не получится хлеба. Not because you didn't have the right ingredients, Не потому, что у вас не было правильных ингредиентов, but because you didn't mix them correctly. но потому, что вы не смешали их в правильной пропорции. Let me tell you the 4 killers in a relationship. Позвольте, я скажу вам о 4 вещах, которые убивают взаимоотношения. You want practical? This is Вы practical. хотели практического совета, это практический совет. You're in a relationship. Вы во взаимоотношениях. Let's say it's a marriage or a close relationship. Допустим, что это брак или близкие некие взаимоотношения. And one person or both in this relationship И один человек в этих взаимоотношениях или оба thinks that the other one should be a mind reader. думает, что его второй участник этих взаимоотношений должен читать каким-то образом мысли. One person Первый expects the человек other one ожидает от второго, to know what they're thinking, что тот будет знать, о чем он думает, to know what they're feeling, что он чувствует, to know why they're upset. почему он обижен, And if you don't know, расстраивается. И если этот человек не знает, the great response is, you don't love me. то ответом является «ты меня не любишь». Mind readers. Люди, читающие мысли. That's a killer of any relationship. Вот что убивает взаимоотношения. And many in this audience are guilty of that. И многие в этой аудитории знают, о чем я говорю, виноваты в этом. The second killer in a relationship, Вторая вещь, которая убивает взаимоотношения, when you expect reciprocity. Когда вы ожидаете, To receive what you give. I know, I can't find the Russian word for it. Взаимности, да. If I do something for you, Если я делаю что-то для вас, I have a right to expect you to do it for me. я считаю, что у меня есть право ожидать, что ты будешь это делать для меня. And if you don't, then something's wrong. И если ты не делаешь, то что-то не так. And I get moody and angry and
И You know the тогда, routine. и тогда я начинаю злиться, начинаю становиться эмоциональным, ну и дальше вы все понимаете. That's a perfect way to kill a relationship. Это прекрасный путь для того, чтобы убить взаимоотношения. The next one is entitlement. When you think you're entitled to something, it's owed to you. Третье – это мысль о том, что тебе что ты чего-то достоин. We feel we deserve to be loved. Мы считаем, что я заслуживаю любви. We have a right to companionship. Я имею право иметь партнера. You're supposed to make me happy. Ты обязан сделать так, чтобы я был счастлив. You're supposed to be honest with me. Ты должен быть честен со мной. You should obey me. Ты должен слушаться меня. Why don't you pay attention to me? Почему ты меня не прислушиваешься ко мне? We think we're entitled. Мы считаем, что мы имеем на это право. The last one that'll kill a relationship И последнее, что убивает взаимоотношения. more certain than a bullet. Намного более вероятно, чем даже пуля. When we don't leave things alone. Когда мы не оставляем, вероятно, какие-то конфликтные вопросы. I don't know what the term is in Russian, but in English it's nagging. Я не знаю этот термин по-русски, но по-английски это... Я тоже не знаю. Constantly you keep reminding and saying the same thing over and over and over. Нудение какое-то, да, наверное? Занудство. Занудство, да.